Праздник Великой Победы. В этот день мы вспоминаем героев, защитников Отечества, воевавших против фашистской Германии. Еще задолго до начала торжественных мероприятий в Сухуми на набережной у памятника неизвестному солдату стали собираться люди. Здесь нет безразличных и безучастных. Всех связывает общая история. История Великой Отечественной войны. Перед началом торжественных мероприятий у памятника неизвестному солдату зажгли огонь памяти. Частицы пламени, зажженные от вечного огня у Кремлевской стены, специально доставлены в Абхазию самолетом из Москвы. День Победы 9 мая поистине является семейным праздником. Многих ветеранов уже нет в живых. И в память об их подвиге люди семьями приходят к памятнику неизвестному солдату, где захоронены останки советских воинов-защитников Кавказа, и возлагают цветы. Президент Аслан Бжани, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, военнослужащие, общественность, школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом солдат Великой Отечественной войны, перед героизмом и самоотверженностью советского народа. После церемонии возложения цветов состоялся торжественный митинг. С Днем Великой Победы ветеранов и всех присутствующих поздравил руководитель администрации президента Джансух Нанба. 55,5 тысяч уроженцев Абхазии принимали участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. 17 тысяч из них не вернулись с фронта. Мы поздравляем непосредственных участников и свидетелей событий тех лет, наших дорогих ветеранов. Их подвиг является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить. В этот день мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для нас всех. Важно помнить, что победа в Великой Отечественной войне была возможна благодаря единству и солидарности всего советского народа. Миллионы советских людей работали в тылу и на фронте, жертвуя своей жизнью и здоровьем в борьбе за освобождение от нацистской угрозы. Этот пример показал всему миру, что единство, героизм и сильный дух народа могут преодолеть любые трудности. Многочисленные поздравления и слова благодарности в этот день звучат в адрес ветеранов, переполняют чувство гордости за тех, кто каждый клочок земли отвоевывал ради мира и процветания на всей планете. Хочу обратиться отдельно к присутствующим здесь ветеранам. Вы легендарные воины великой страны, благодаря которым все мы здесь собравшиеся сегодня живем, работаем, воспитываем детей и внуков. Наша привычная мирная жизнь – ваша прямая заслуга. Низкий вам поклон. Здоровья, кавказского долголетия, жизненных сил и оптимизма. С праздником Победы! С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей этих страшных событий, кто вел ожесточенную борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу, не покладая рук, трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. Нынешнему поколению остается помнить, ценить и созидать. Украина, а фашизм ахычна хояла гедицик. Убраги апсва ахачсва хвизсва, аурус ферува гылана, а фашизм ахыхицна хазубра хочреджуб. Еще десныгало чезнок, яхабямш, вахай бешра, амлад, джерге, апсынраге, атула казахин джерай бешра, бахцой бешра, амлароб, еще десныгало чезнок, яхабямш. Еще десныгало стахуб, абриямш, аяйраква, есым шахапха кыштаза. Аяйра калат яха урыспыла емюпнаго айбешра. Аяйра калат апсны, аджа усачы, ахойк шура усачы, абзира кушапха кыштаза, чанбзилан чашнештад. Больше полувека отделяет нынешнее поколение от той страшной войны. Наша задача – чтить память о защитниках Родины и воспитывать следующие поколения в духе уважения к своей истории.
Альга Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.